Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача по сводкам ОМВД. В студии Оксана Александрова и коротко о некоторых происшествиях, случившихся на территории города Канаш за прошедшее время. Около 18 часов 8 мая 2018 года в одном из домов по проспекту Ленина, город Канаш, в ходе распития спиртных напитков и возникшего скандала ранее судимая гражданка Л. нанесла удар ножом в область ягодицы с повреждением подвздошной вены гражданину И, отчего через несколько часов данный гражданин скончался от потери крови. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. 14 мая 2018 года у жительницы город Канаш в одном из домов по улице Свободы были украдены деньги в сумме 180 тысяч рублей лицами, представившимися работниками ЖЭК, сообщив ей о том, что старые деньги меняются на новые. В ходе совместных разыскных мероприятий МВД Чувашии, Республики Марий Эл и Республики Татарстан данные лица были задержаны на территории Республики Татарстана. Ими оказались 3 жительницы города Покров Владимирской области цыганской национальности, которые совершали кражи денег на территории Российской Федерации у престарелых одиноких женщин. Возбуждено уголовное дело, данные лица задержаны. За прошедшую неделю на территории города Канаш зарегистрировано 14 преступлений. Разыскан 1 преступник, к административной ответственности привлечено 264 человека. Уважаемые телезрители, мы напоминаем, что отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Канашу предоставляет государственные услуги по 3 направлениям деятельности. В ОМВД России по городу Канашу, расположенном по адресу город Канаш, улица Пушкина, дом 43, по выдаче справок о наличии или отсутствии судимости. В регистрационно-экзаменационном отделении отдела ГИБДД ОМВД России по городу Канашу, расположенном по адресу город Канаш, улица Пушкина, дом 43А, по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений и регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. В отделении по вопросам миграции отдела МВД России по городу Канашу, расположенного по адресу проспект Ленина, дом 12, по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации и заграничных паспортов, в том числе содержащих электронные носители информации, регистрации и учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства, предоставление адресно-справочной информации и другие виды услуг. Подробную информацию о государственных услугах и порядке их получения вы можете узнать на официальном сайте ОМВД России по городу Канашу и в сети интернет в разделе «Государственные услуги». Заявление на получение государственных услуг, предоставляемых ОМВД России по городу Канашу, за исключением некоторых по линии миграции, может быть подано электронной формой через единый портал государственных и муниципальных услуг в сети интернет. Пользование порталом позволяет сэкономить свое время, спланировать рабочий день, исключить излишние расходы в помещениях органов, оказывающих государственные услуги. Помимо этого, государственные услуги по линии Министерства внутренних дел Российской Федерации вы можете получить в многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу город Канаш, улица Железнодорожная, дом 20. С начала текущего года уже зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием водителя скутера, который скончался на месте происшествия. За 2017 год зарегистрировано 66 происшествий с участием мотоциклов, в которых погибло 8 человек и 71 получили телесные повреждения. С участием мопедов и приравненных к ним транспортных средств зарегистрировано 28 ДТП, в которых 2 человека погибли, получили телесные повреждения 3 человека.
С целью сокращения количества и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов, скутеров, мопедов, квадроциклов, соблюдение ими правил дорожного движения и основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, пресечение административных правонарушений в области дорожного движения с 23 апреля 2018 года до закрытия мотосезона запланировано еженедельное проведение профилактических мероприятий «Мотоцикл» по пресечению нарушений правил дорожного движения водителя данной категории. В 2017 году Банк России ввел в оборот банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Присматриваемся к новым деньгам поближе и рассказываем, как убедиться в том, что они настоящие. Что нового в этих банкнотах? На обеих купюрах есть код. Код ведет на сайт Банка России в раздел с описанием соответствующей банкноты 200 рублей и 2000 рублей. Здесь можно найти отличительные признаки банкноты, с помощью которых определяют подлинность денег. Проверять рекомендуется не менее 3 признаков одновременно и желательно разных типов. Они определяются на просвет, на ощупь, при наклоне или при увеличении. Вместо эмблемы Банк России на банкноте появился герб Российской Федерации. Впервые изображение государственного герба использовалось в 2014 году на памятных монетах к Олимпиаде в Сочи 2014 года. С 2016 года оно размещается на разменных монетах в банках России, а теперь и на бумажных деньгах. Какие же защитные признаки есть у банкнот? На новых банкнотах появились совершенно новые защитные признаки, которые очень сложно подделать, но при этом легко проверить, в том числе и невооруженным глазом. На лицевой стороне изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе. Парящие чайки и волны, разбивающиеся о памятник, оживили композицию. Справа от памятника можно увидеть стилизованные паруса с изображением Графской пристани. На оборотной стороне изображен коллаж из самых узнаваемых видов Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Херсонес-Таврический. Среди них херсонесский колокол, напольная мозаика с изображением голубя и руины базилики. Если посмотреть купюру на просвет, станет заметна темная сплошная полоса защитной нити со светлыми числами 200 на ней. На светлом поле видно изображение памятника затопленным кораблям и число 200. Водяные знаки отличают полутона, плавные переходы от темных частей рисунка к светлым. И также не просто для красоты. Подделать такие знаки очень сложно. Под углом. Некоторые изображения на банкноте можно разглядеть только если ее наклонить. При прокачивании на защитной нити перемещаются темные и светлые прямоугольники. Под определенным углом на ней виден цветной символ рубля. Слева на однотонном поле под гербом видно слово «Россия». Если наклонить купюру и посмотреть на это поле под острым углом, видны цифры номинала. Каждая имеет которая свою окраску. Снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки. Если вам пытаются сбыть поддельную купюру, и вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и приметы людей, с которым он общается, автотранспорт, на котором он приехал, и позвоните в полицию. На этом наш выпуск завершен. С вами в студии была Оксана Александрова. Будьте бдительны и берегите себя.